Для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Дыялогі пра культуру. Вітаем вас, шаноўныя сябры, на хвалях канала Культура. Гэта дыялогі пра культуру. Зараз ля мікрафону Владзімір Трапянок, за пультам гукарэжысёра Наталья Кузнецова. Ну і я адразу ж хачу з радасцю, з гонарам, з павагай называць нашу госцю студыі. Гэта музыказнаўца, загадчык кафедры гісторыі беларускай музыкі і музычнай беларусістыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства, член праўлення Беларускага саюза кампазітараў, крытык Наталья Ганул. Нагодамі для сустрэчы сталі падвядзенне вынікаў конкурсу маладых музычных тэатральных крытыкаў у межах 10-га міжнароднага каляднага опернага форуму Вялікага тэатра Беларусі, но таксама з'яўленне ў выдавецтве беларускай энцыклапедыі імя Петруся Броўкі ў серыі «Вялікія і знакамітыя людзі беларускай зямлі», кнігі «Кампазітары Беларусі», Мікалай Аладаў, Яўген Глебаў, Сергей Картэс. Наталья – адна з аўтараў, вось яна ў нас у студыі. Сёння мы пагаворым пра падвядзенне вынікаў конкурсу, пра новае выданне, пра яго значнасці для культуры Беларусі, пра вядомасць айчыннай музыкі за межамі нашай краіны, но таксама пра стан сучаснага музыказнаўства. Наталья, вітаю вас, дзень добры. Добрый день. Я очень рада, во-первых, приветствовать и вас, Владимир, в этой студии. Спасибо большое, что вы меня пригласили. Рада не видеть, но чувствовать, что с нами есть наши слушатели уважаемые и те, кто может вашу передачу сейчас видеть еще и в таком визуальном оформлении, не только слышать наши голоса. Это замечательно. Действительно, поводов очень много. Новый 2020 год начался или продолжается активно. И прекрасно, что мы сегодня можем поделиться со всеми вот этими радостными событиями, они действительно радостные. Аднак найпершае пытанне будзе такое. Вы былі таксама супрацоўніцай канала Культура, былі і застаяцеся. Зараз, правда, у нас пакуль невялічкая пауза ў супрацоўніцтве, але вот калі вы зайшлі ў гэтую студыю, якія адчуванні ўсё-таки? Ну, вы знаете, это такое ощущение постоянного возвращения, и оно очень согревает душу, согревает настроение. Ну, сразу хочется сесть по другую сторону, во-первых, и непосредственно вести диалог с приглашенными людьми, деятелями культуры, искусства, ну и, конечно же, делиться со слушателями той информацией, теми размышлениями, которые тебя волнуют. Поэтому, безусловно, ощущения волнительные. Вот, я постараюсь сейчас справиться со своим волнением и представить себя в роли именно не ведущего программы, а человека, которому задают вопросы. А вы уявіце яшчэ такую сітуацыю, што зараз вы дома і па зноў жа добрай традыцыі гучыць менавіта канал Культура, які вы просто спакойна слухаеце і прымаеце ўдзел у той гаворцы, які у нас адбываецца ў студыі. Я хочу вам абсолютно искренне сказать о том, что канал Культура звучит постоянно, и мы с ним просыпаемся, под него мы, в общем-то, уходим ко сну, но это канал, который сегодня такая зона спокойствия, зона комфорта, из нее не хочется выходить, поэтому у нас радиокультура звучит постоянно, и мы в курсе всех ваших событий, нам о них сообщать дополнительно не надо. Буду вельмі спадзявацца, што сённяшні эфір таксама стане вось гэтай зонай камфорту і утульнасці і зноў жа нейкіх цікавых і значных думак для нашай аўдыторыі слухацкай. Таму давайте будзем пераходзіць да тэм нашай сённяшняй сустрэчы. І найперш адразу хачу адзначыць, што перад прамым эфірам вы вярталіся з Вялікага тэатра Беларусі, дзе адбывалася ўзнагароджванне вось гэтага конкурсу, пра які я сказаў, гэта конкурс маладых музычных тэатральных крытыкаў у межах 10-га міжнароднага каляднага опернага форуму Вялікага тэатра Беларусі. Форум даўно завяршыўся, зразумелая справа, што патрэбны быў час, каб некаторыя матэрыялы адгледзець, іх каб папрацавала журы, прааналізавала, вызначыла лепшых, дык вось якія вынікі. І ўвогуле, калі казаць пра гэты конкурс, наколькі важнае значэнне ён мае для Вялікага тэатра Беларусі і для крытычнай думкі в нашей краине. Я не устаю повторять, что наконец-то идея, которая очень долго вынашивалась и как-то так произносилась в кулуарах, она была осуществлена. И в этом году впервые Большой театр Беларуси предложил такой формат для того, чтобы посмотреть и, в общем-то, популяризовать в среде молодой студенческой аудитории формат именно критической оценки оперного спектакля. И вот
эта идея была реализована на юбилейном 10-м Международном рождественском оперном форуме. Идея создать вот такую зону, представить именно конкурс молодых музыкально-театральных критиков. Такие конкурсы – это вообще практика повсеместная в Европе и в России. Они достаточно системно проводятся и достаточно актуальны. В нашей стране мы впервые пощупали вот эту платформу и впервые попытались посмотреть, насколько действительно актуально оперное искусство и насколько молодые музыканты, музыковеды, искусствоведы могут посмотреть на то, что происходит на сцене оперного театра со стороны и оценить это в виде рецензий. И вот. Причем сучасные рецензии, что вельми важно. Да, совершенно верно. Потому что мы все прекрасно знаем историю музыкальной критики. Мы знаем, насколько вообще фигура критика была важна всегда в истории театра, и насколько порой именно критик определял успех или провал оперного спектакля. Ну, в общем-то, в Европе до сих пор критические рецензии, они рассматриваются очень серьезно, и я недавно читала такое мнение Таймс, Нью-Йорк Таймс, о том, что, например, в Америке вот мнение массовой аудитории может сформировать мнение одного критика, высказывание одного критика, и от этого будут зависеть там миллионные продажи, кассовость фильмов или продажи книг и так далее. У нас мы еще пока находимся в такой ситуации, когда слово критическое, оно вроде бы и существует, оно вроде бы и публикуется. У нас есть замечательные платформы, у нас есть такой республиканский журнал «Мастатство», у нас есть сайты, которые могут быстро отреагировать на тот или иной спектакль и представить эти рецензии. У нас есть, в конце концов, социальные сети. Но слово критическое, оно воспринимается как рядом стоящее, не определяющее. Мне кажется, что это связано еще и с качеством этого слова. Поэтому для нас, для членов жюри этого конкурса, было очень важно посмотреть, насколько сегодня качественно и именно профессионально могут молодые музыканты дать оценку происходящему на сцене. Конечно, это очень непростой жанр. Конечно, для того, чтобы написать музыкальную рецензию, так же, как и выйти на сцену и провести концерт, так же, как и, в общем-то, в любой нашей сфере деятельности, лекторской, музыковедческой, нужно налетать часы. И для этого нужна практика. И если музыкант не имел подобной практики, безусловно, у него случаются очень часто вот такие огрехи или непонимание жанра, скажем так, формата жанра и так далее. Вот. Но вместе с тем предложенные работы, всего участвовало 9 музыковедов, 9 критиков, скажем так, музыкальных, которые попробовали себя в этом направлении. И 9 работ, они показали, что есть над чем работать, и то, насколько может быть актуальна эта идея. Поэтому всячески будем сейчас способствовать тому, чтобы и резонанс был достаточно широким, и та работа, которая получила первую премию, вот в эти минуты буквально проходит награждение, и я уже могу озвучить победителя. Это студентка Белорусской государственной академии музыки Екатерина Соколова, и ее рецензию все уважаемые наши слушатели могут прочитать в ближайшее время. Она появится на сайте Большого театра Беларуси. И вместе с тем остальные рецензии, они также заслуживают очень большого внимания и нашего профессионального взгляда. И я думаю, что те критерии оценок, которые будут сегодня раскрыты для участников, а именно сегодня они увидят резюме членов жюри, сегодня они смогут познакомиться с критериями каждого из членов жюри, и, может быть, действительно мы в будущем получим хотя бы, вот такую, пусть небольшую в количественном отношении, но когорту, такую инициативную группу профессиональную, которая будет посещать будущие премьеры и реагировать на них. И мы эти имена уже можем постепенно как бы записывать в историю нашей музыкальной критики. Давайте зробім крышачку удакладнення. Скажите, калі ласка, хто быў удзельнікам з гэтага конкурсу? Вы казалі про тое, што гэта конкурс для маладых крытыкаў, там усе былі студэнты? Приглашались в основном студенты музыкально-театральных вузов и выпускники, но выпускники вот ближайших лет, скажем так.
так, возрастная такой критерий не ограничивался для первого раза, для проведения этого конкурса, для того, чтобы он состоялся. Поэтому не было выставлено такой возрастной границы, но формат участников был в такой аудитории сформирован между студентами нынешними и вот выпускниками вот этих лет. А у складе жюри? Да, кто вот был, скажите, состав жюри представили люди, музыканты, которые на протяжении многих лет своей творческой и профессиональной деятельности занимаются тем, что создают вот эти самые музыкально-критические отзывы, рецензии и на спектакли, и на концерты, и вообще на музыкально-театральную жизнь нашей республики. Я могу озвучить эти фамилии, сегодня это уже абсолютно такие не закрытые сведения. Это Надежда Евгеньевна Бунцевич, это Юлия Андреева. Ну, давайте так, я, наверное, с местом, да, где кто относится, потому что Надежда Бунцевич, она представляет газету «Культура», Юлия Андреева печатается в ВСБ «Беларусь сегодня». Это представители литературного и редакторского отдела самого театра, то есть те люди, которые непосредственно формируют, скажем так, вот эту литературно-критическую политику Большого театра Беларуси. Это Татьяна Александрова, Ольга Егорова и Елена Балабанович. И это телередактор, радиоредактор Людмила Полковникова. Ну и, собственно, вот и я. Так что у нас вот была такая замечательная команда, но надо сказать, что все было для нас абсолютно зашифровано, то есть мы не знали фамилий, имен участников, мы не знали даже, кто будет принимать участие, мы не знали, какие конкретно вообще спектакли они посетили. То есть мы оценивали сами рецензии по факту их предоставления членам жюри. Ацэньваліся тыя спектаклі, якія ўваходзілі якраз такі вот у праграму 10-го калядного оперного форума, выключно, так? Да, исключительно это было очень интересно, потому что в этом году форум представил один приглашенный спектакль, это был «Сивильский цирюльник» Национальной оперы Украины. Это были наши спектакли, которые появились в этом году в афише театра и которые являются нашей визитной карточкой. Но это и «Кармен», безусловно, это и «Летучие мыши», комедия этого года, оперетта, музыкальная комедия этого года, и это опера «Князь Игорь». Так что было из чего выбрать, было над чем подумать, интересные составы, и даже в тех репертуарных спектаклях нашего театра для каждого из музыкантов была такая изюминка, потому что практически все они имели очень интересный музыкальный состав, приглашенных солистов, зарубежных звезд, скажем так, оперной сцены. Поэтому было о чем поразмышлять и поговорить. До речі, зараз канал «Культура» рыхтуе да трансляцыі запісы з гэтага каляднага опернага форуму, і літаральна ў канцы студзеня, у пачатку лютага мы прапануем выбраныя, скажем так, фрагменты гэтага фестывалю. Мы пачуем у прыватнасці гала-канцэрт лаўрэату, мы пачуем тую ж оперу «Кармен». Гэтыя запісы мы ажыццявілі дзякуючы супрацоўніцтву з тэлеканалам «Беларусь-3», і нашых слухачоў, я спадзяюся, чакае вось такі своеасаблівы музычны падарунак для тых слухачоў, хто прызвычаіўся да канала «Культура» і ўвогуле да падобных мерапрыемстваў у вялікім тэатры і не толькі. Наталья, а вось для вас, вы, я таксама ведаю, што пастаянная ўдзельніца і падобных форумаў, і прэм'ер на беларускай музычнай сцэне. Што вас найбольш здзівіла падчас 10-го опернага каляднага форума? Ну, вот, дело в том, что я по мере, так сказать, своих интересов и по мере того, что тоже являлась приглашенным критиком этого оперного форума, сразу буквально после его окончания написала свой отзыв и свою рецензию на события этого форума, которое будет представлено в журнале «Мастатство», поэтому мне было вдвойне, может быть, даже втройне любопытно почитать, как молодые критики отреагировали, и сравнить свои собственные ощущения или впечатления вот с их реакцией. Ну, хочу сказать о том, что, конечно, 10-й юбилейный форум, с одной стороны, это подведение уже такой хорошей традиции, и многократно мы повторяем о том, что оперный форум сегодня это такой проект
который является визитной карточкой вообще оперного искусства Беларуси. Его нужно всячески поддерживать, и можно, безусловно, в дальнейшем делать какие-то сближения и с публикой, и все-таки представлять нашему широкому зрителю историю оперного искусства нашего белорусского и дать, может быть, большую национальную платформу, скажем так. Я об этом неоднократно высказывалась. Возможно, предоставление каких-то интерактивных форм участия, интересных лекций, выставок, которые могут показать вот эту историю жизни театра на протяжении этих десятилетий, историю жизни каких-то конкретных оперных спектаклей, историю белорусской оперы, в конце концов. Но вместе с тем, безусловно, оперный форум вот в том формате, в котором он сегодня существует, он уже имеет свою историю. Поэтому, может быть, 11-й форум покажет вот эту историю десятилетия и представит тех солистов, тех музыкантов, которые смогли проявить себя и за это десятилетие уже стать, скажем так, если не оперными звездами, то во всяком случае видными фигурами в мировом контексте. Но я хочу сказать о том, что мне бы, конечно, хотелось в первую очередь видеть какое-то движение в сторону популяризации вообще оперного искусства. Поэтому я за то, чтобы расширялись рамки оперного жанра, чтобы была представлена не только большая опера, но и камерные произведения в этом жанре, чтобы была дана хотя бы небольшая платформа для эксперимента, для поиска молодых композиторов белорусских, либретистов белорусских, и так далее. То есть вот если будет дана возможность нам в этом направлении двигаться, то мы будем всячески этому способствовать и содействовать. Конкурс маладых музычных тэатральных крытыкаў – гэта яшчэ адна магчымасць знайсці новых спецыялістаў менавіта ў справе крытыкі. Конечно. І яшчэ адзін плюс, дарэчы, падобных мерапрыемстваў, у прыватнасці 10-га міжнароднага, падкрэсліваю гэтае слова, каляднага опернага форуму, у тым, што прыязджаюць артысты з іншых краін і дзеляцца таксама сваім вопытам. Я хачу, дарэчы, падзяліцца яшчэ ўражаннямі да учарашняга спектакля. Я быў у вялікім тэатры, глядзеў «Тоску», і там быў запрошаны італьянскі артыст. Вядомая справа, што ў нас крышачку іншае выкананне, у нас крышачку іншая школа, але наколькі ўсё было арганічна, наколькі было прыемна бачыць, калі спявае наша народная артыстка Беларусі Ніна Шарубіна, і на якім гэта было выдатным проста ўзроўню ўсё прапанавана, ці той жа Штрыфанаў. Гэта было проста цудоўна, і я быў вельмі прыемна здзіўлены, таму што апошнім часам я вельмі часта, дарэчы, бываю ў вялікім тэатры Беларусі, і гэты тэатр апошнім часам усё больш і больш пачынае радаваць, і гэта прыемна. Да, уровень повышается. Мы радуемся тому, что наши солисты, они с огромным успехом участвуют в серьезных таких мировых проектах. И, конечно, когда собирается такая международная компания, группа исполнителей на сцене одного спектакля, это всегда волнительно. Конечно, это всегда такой экстрим для исполнителей во всех смыслах. Но когда получается и создается такое музыкальное целое, убедительное музыкальное целое. Мы зрители от этого в восторге. Я с вами полностью согласна. Я яшчэ думаю, што папулярызацыі опернага мастацтва Беларусі і не тое, што думаю, перакананы, спрыяюць выданне, публікацыі. Да. Мы зараз так паступова будзем пераходзіць да яшчэ адной тэмы нашай сённяшняй сустрэчы. Нагадаю, што выдавецтва беларускай энцыклапедыі імя Петру Сяброўкі ў серыі «Вялікія знакамітыя людзі беларускай зямлі» выйшла кніга «Кампазітары Беларусі» Мікалай Аладаў, Яўген Глебаў і Сергей Картэс. Адна з аўтараў, наша сённяшняя госця на хвалях канала «Культура» ў праграме «Дыялогі пра культуру» Наталья Ганул. Но те, кто нас видит, я хочу сразу показать это издание, потому что оно действительно очень такое красивое и, скажем так, выдерживает критику в плане печати, в плане вот это, предъявляемых, да, для того, чтобы поддержать ее и было приятно во всех смыслах. Выдавецтва беларускай энцыклапедыі імя Петру Сяброўкі, напэўна, не можа сабе дазволіць нейкую там, скажем, халтуру. Да, но я хочу сразу представить своих соавторов, дорогих и любимых мне людей,
ей по многим десятилетиям своей профессиональной творческой жизни. Это наш уважаемый учитель с большой буквы Радослава Николаевна Аладова, которая писала о своем отце, композиторе, одном из основоположников Белорусской композиторской школы Николая Ильича Аладове. И это моя коллега, близкий друг Светлана Николаевна Немцова-Амбарян, которая многие годы своей исследовательской деятельности посвятила музыке Евгения Александровича Глебова. 2019 год был год Глебова. Его юбилей прозвучал в самых разных жанрах. Это были и музыкальные проекты, и концерты, и серия таких акций музыкальных, они осуществлялись силами разных творческих коллективов, и Белорусской академии музыки, и Белорусской филармонии, и оперным театром. Была проведена большая международная научная практическая конференция в Академии музыки, и в числе докладчиков многие представили именно такой срез изучения творчества Глебова. А вот 2020 год – это год юбилейный для Николая Ильича Аладова и для Сергея Альбертовича Кортеса. Конечно, мы понимаем, что человеческая жизнь, она прерывается, но память об этих людях, она живет вот в тех исследователях, в тех людях, которые, музыкантах, которые были с ними близко знакомы, которые могут сегодня поделиться своими воспоминаниями и дать оценку, и продолжать в истории музыкальной культуры озвучивать эти имена. Очень важно, чтобы сегодня, несмотря на то, что человек физически уходит из этой жизни, он оставался тем знаком или тем символом, или занимал ту нишу, которая действительно определена ему вот в истории музыкальной культуры. Мы об этом не должны забывать. В гэтым заключаецца сутнасць, мне здаецца, навукоўцаў, якія адшукваюць нейкія новыя факты, ці нават няхай і вядомыя факты, але наноў іх адкрываюць, знаходзяць нейкія удакладненні, і потым зноў жа пашыраюць і памяць, і жыццё. Жыццё менавіта ў выданнях, у кнігах вось тых людзей, якія, на жаль, сапраўды сыходзяць з нашага жыцця. Скажыце, калі ласка, Наталья, вы пісалі пра Сергея Кортеса, гэта той кампазітар, якому вы прысвяцілі, здаецца, большую частку сваёй навуковай дзейнасці. Якія новыя факты, якія цікавыя факты вы для сябе адкрылі і тое, што змясцілі ў гэтым новым выданні? Перед нами, во-первых, стояла задача выдержать формат. Формат был направлен на очень широкого читателя, не связанного, скажем так, профессионально с музыкальной деятельностью, но вместе с тем у каждого из нас получился такой взгляд и популяризаторский на ту личность, на ту персоналию, к которой мы обращались. И, конечно, мы не могли обойти стороной какие-то такие глубинные, точечные вещи, которые характеризуют и стиль композитора, и какие-то контекстные явления, определяющие, да, его значение в истории музыкальной культуры. Я хочу сказать, что для меня Сергей Альбертович Кортес – это по-прежнему такая очень живая фигура, близкая, рядом стоящая, и постоянно что-то здесь открываешь для себя. Мне сегодня, конечно, приходится уже не напрямую к нему обращаться, но в архиве композитора есть очень много таких деталей, мелочей и тех, скажем так, акцентов, на которые в то время, когда мы с ним непосредственно общались, не обращал внимания. А вот сейчас, по прошествии даже вот нескольких лет, вдруг начинаешь замечать эти вещи, какие-то комментарии на полях, какие-то оставленные им замечания, какие-то письма, которые сегодня перечитываешь, или, например, на это я уже несколько раз обращала внимание, вдруг я в архиве композитора обнаружила билетик на оперный спектакль его собственной оперы Джордано Бруно, которая состоялась в Большом театре Советского Союза в Москве во время представление декады белорусской культуры в Москве. Звучала эта опера в 1978 году. И вот композитор на протяжении всей своей жизни, он хранил этот билет как знак признания, как вот что-то вот такое очень близкое и дорогое своему сердцу. Например, Радослава Николаевна, она всегда открывает что-то интересное в жизни своей семьи и комментирует эти события как непосредственный участник и того, как появлялись произведения, да, как рождалась
та или иная идея, с чем она была связана. Знаете, то есть, конечно, каждый из нас, независимо от того, сколько бы мы не писали об этих музыкантах, об этих людях, о их музыке, о их произведениях, всякий раз находишь что-то новое, ну, то, с чем хочется поделиться. Проходят премьеры, проходят постановки. Например, мы все в большом ожидании того, что, наконец, благодаря инициативе и поддержке гранту Министерства культуры Республики Беларусь и Белорусской государственной академии музыки появятся 3 клавира оперных. Это «Мастер и Маргарита» Глебова, и это 2 оперы Сергея Кортеса «Юбилей» и «Медведь» по Чехову. То есть вот такая популяризация и работа над этими клавирами, она тоже рождает историю свою, как это происходит, каким образом восстанавливаются эти тексты, что берется за основу вот этого подлинного авторского текста и так далее. И насколько сегодня эти оперы, эти произведения, они актуальны для белорусской музыкальной культуры. Почему, собственно, они были выбраны. Да? И, конечно, это дальнейшая перспектива, потому что если будут осуществлены подобные издания с этими операми, то будем надеяться, что и последующие произведения достойные, они будут опубликованы, и это вот те материальные свидетельства, которые остаются на многие десятилетия, многие поколения. Знаете, мы сегодня с таким трепетом, например, прикасаемся к клавирам, которые были изданы при жизни Чайковского, да, или к тем произведениям, которые там издавались при жизни Бетховена. И вдруг, когда появляются юбилейные даты этих композиторов, а, кстати, 2020 – это юбилей и Петра Ильича Чайковского, и Людвига ван Бетховена, мы за очень актуальные и свежие факты берем знакомство с этими прижизненными изданиями, с теми комментариями критиков, которые появлялись во время исполнения того или иного произведения, да, при жизни композитора. То есть вдруг оказывается, что их современность становится современностью для нас и актуальной современностью для нас. И тогда начинаешь еще больше понимать, что все то, что происходит здесь и сейчас, оно может быть также востребовано через многие десятилетия и поколения. Поэтому мне кажется, что это согревает и это дает тебе импульс и энергию для того, чтобы работать дальше. Я зноў хочу звярнуцца да новага выдання «Кампазітары Беларусі», так, якое зараз вот вы пачалі гартаць, я бачу, што кніга добра ілюстравана, там шмат і фотаздымкаў, і хачу зрабіць вось такое яшчэ ўдакладненне. Скажыце, калі ласка, вось той перыяд, жыццёвы перыяд і творчы перыяд кампазітараў, пра якіх вядзецца гаворка ў кнізе, гэта які час? Я думаю, у таким невялічкім выданні нельга змясціць цалкам творчую биографию ці жыццёвую биографию. Да, безусловно. Вот опять-таки, выдерживая формат этого издания, мы, конечно, были очень стеснены в этих рамках того, что можно рассказать о композиторе и насколько подробно можно представить его личность в истории музыкальной культуры. Поэтому мы очень надеемся, что когда-нибудь появятся и монографии, полноценные монографии о творчестве этих композиторов. Ну, о Николае Ильиче Аладове, в общем-то, уже имеется такой задел. Евгении Александровиче Глебове мы ждем вот в ближайшее время, и я тоже очень надеюсь, что Сергей Альбертович увидит свою монографию при так сказать, вот в истории нашей музыкальной культуры. Но мы постарались в этих небольших очерках охватить весь такой творческий и жизненный ландшафт композитора, всю его биографию и историю семьи. Скажем так, у каждого из них она была очень необыкновенна, очень удивительна, и поэтому они заслуживали того, чтобы обратиться и к корням, и к каким-то происхождениям, и к предкам этих композиторов, но и вместе с тем показать их творческую жизнь, самые яркие, может быть, моменты, проакцентировать историю создания тех или иных произведений. И вот одна из задач этой серии «Великие и знаменитые люди белорусской земли» – это в заключении каждого очерка представить такую памятную страницу, то есть мемориал, то, насколько сегодня эти персонали, они
живут, ну, в общем-то, в нашей повседневной жизни. И если, например, именем Аладовых уже названа улица, одна из улиц Минска, есть такие достаточно серьезные издания, воспоминаний, статей и так далее, то мне очень хотелось бы, чтобы ну, вот юбилейный год Сергея Кортеса и последующие его юбилеи, они были связаны с увековечением памяти, может быть, и появлением мемориальных досок и звучанием его произведений. То есть вот как-то будем надеяться, что это будет способствовать. До речі, скажите, калі ласка, ці цікавіліся вы, якім чынам гэтая кніжка распаўсюджваецца? Лёс яе такі, што кніга напісана гэта адно, кніга надрукаваная гэта другое, а вось даступнасць гэтай кнігі. Горячий вопрос вы задаете. Я хочу сказать, что, конечно, каждому автору очень хочется, чтобы его произведения, его детище в любом формате стали доступны массам. Они доступны, но появились на книжных полках вот нашей аудитории, к которой мы обращаемся. Эта аудитория очень широкая. Я хочу сказать, что вот за этот год, в течение которого, даже полгода, в течение которого мы имели возможность эту книгу уже держать непосредственно в руках, ну, безусловно, тираж значительный, это более 1000 экземпляров. Мы по мере наших сил и возможностей стараемся ее сейчас вывозить за пределы Беларуси и предоставлять и в библиотеке, и на конференциях, в которых мы участвуем, в международных проектах, ну, дарить эту книгу нашим коллегам. Но вместе с тем я всячески говорю о том, что государственное издание – это очень бюджетное, очень экономичное издание, и мы будем очень рады, если вы придете к нам за автографом, и мы с удовольствием его поставим на ваших авторских экземплярах. Эта книга в таком очень широком доступе, можно ее найти и в книжных магазинах и так далее, но, пользуясь возможностью, я все-таки хочу, чтобы канал «Культура» имел на своей книжной полке наше издание, поэтому с удовольствием его передаю вот для вас. Дякую великие. Чтобы она украшала не только радиоэфиры, но и, может быть, какой-то вы нашли для себя интересный поворот мысли, сюжета, и в передачах, которые будут посвящены и этим композиторам, и музыкантам нашим белорусским прозвучали фрагменты, может быть, даже из этого Я шчыра ўдзячны вам за такі падарунак. Дарэчы, вось адразу на вокладцы я бачу тое, што мае непасрэднае дачыненне да нашай працы. Сярод выканаўцаў музыкі Сергея Кортеса тут напісана: хор беларускага радыё і тэлебачання, мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор, народны артыст БССР прафесор Віктор Роўда. Гэта той чалавек, які таксама хадзіў па нашых калідорах, якога, дарэчы, я таксама у свой час бачыў і вітаўся. Гэта было так просто, ну, калі такі мэтр, скажем, яшчэ ходзіць па гэтых калідорах, наколькі гэта важна, наколькі гэта... А когда он вдруг к тебе еще и обращается, и вдруг помнит и твое имя и так далее, я памятаю яшчэ вось тыя інтанацыі, я памятаю яго постаць, і вось... Ну, гэта цікава, гэта цудоўна, і зноў жа, калі працягваць гаворку пра гэтую кнігу, бачу яшчэ адзін фотаздымак з балета Евгена Глебова «Маленький принц». Да, мы постарались, конечно, чтобы все фотоматериалы, которые здесь представлены, ну, во-первых, они были любезно предоставлены и хранителями, да, этих семейных архивов, родственниками композиторов, но многие документы здесь опубликованы впервые. В этом тоже уникальность. Вось, і значнасць, так, афішы бачу ёсць, тут ёсць нотны матэрыял, партытуры, фрагменты. Да, обязательно образец почерка. Так. Да, потому что это любопытно, как вообще проходит творческий процесс. Вообще это очень интересная история для разговора, как создается то или иное произведение, что является таким импульсом для создания. Но еще более интересно, наверное, как рождается уже размышление или исследование о том или ином герое. Да, вот как музыковед сидит и пишет свою статью. Это тоже такая очень необычная. Ну, яшчэ одна такая акалічнасць. Кніга на рускай мове, так? Часам падобнае выданне выходзіць яшчэ і на 3 мовах. Беларуская, руская, англійская ці яшчэ якая-небудзь. Не думалі пра тое, што можна падоўжыць жыццё і павялічыць, скажем так, тэрыторыю для распаўсюджвання гэтага выдання? Обязательно. Эта книга стала таким, скажем так, первой ласточкой и фундаментом, но, безусловно, вот от нее, я очень надеюсь, будут такие живые ростки,
пути, и эта идея, она будет продолжена и в направлении языков изложения, и в направлении формата, ну и так далее. Я хочу закрануть такую тему, як міжнароднае супрацоўніцтва, у прыватнасці у музыказнаўстве і у крытыцы. Скажыце, калі ласка, наколькі важна абменьвацца вось падобнымі выданнямі з калегамі з іншых краін? Ці мае гэта значэнне? Я вообще хочу сегодня сказать о том, что вот такой живой диалог – это, наверное, самый ценный формат в отношениях между музыкантами, музыковедами и исследователями. Сегодня во всем мире даже меняется формат международно-научных практических конференций, и уходит на второй план вот такое зачитывание, скажем, своих докладов и ожидание какого-то виртуального круглого стола, который зачастую, может быть, даже и не состоится, а выходит все чаще становится актуальным такая живая дискуссия, обсуждение каких-то проблемных зон и нахождение вот этих пунктов соприкосновения. Я вот только за последних полгода так принимала участие в 2 очень крупных форумах. Это форум научный в Курске, посвященный памяти Свиридова, и этот форум уже тоже многие годы он и публикует исследования, и как-то очень интересно встречаться с теми людьми, чьи статьи ты читал, а потом вдруг начинаешь общаться вживую. И это конференция, именно такая музыкальная критическая конференция, которая была организована впервые тоже в Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского, и приглашала в свой формат такое участие и критиков, и музыковедов, и тех, кто непосредственно связан там с историей музыкальной журналистики, скажем так, прикладное музыковедение, вот то, что сегодня очень популярно. И вот, как вы правильно говорите и подчеркиваете, именно формат живого общения, живой дискуссии, размышления над какими-то такими актуальными вопросами вдруг выявляет общее наше пространство, и мы не то чтобы с удивлением, но еще раз подтверждаем мысль о том, что и в России, и в Украине, и в странах, там, где бывает возможность такого живого общения, обнаруживаются точки соприкосновения. Им очень интересно узнать о нашей жизни, им очень интересно не просто подержать, да, вот в руках эту книгу, они читают и потом адресуют какие-то очень живые отклики на подобного рода издания. Точно так же, как и нам, когда мы приезжаем, да, и вдруг слышим и видим актуальные жанры, актуальные процессы, актуальную тематику, которая затрагивается исследователями, и она для нас также оказывается очень, очень свежей и нужной, очень нужной. Поэтому такие контакты живые, они сегодня необходимы, но мы должны, безусловно, понимать и реалии сегодняшнего времени. К сожалению, очень часто возникает такая проблема, когда ты не можешь добраться в силу разных причин до той или иной точки проведения конференции. Поэтому сегодня очень такой живой формат – это онлайн-общение. Но в этом контексте надо, конечно, подтягивать техническую сторону, которая помогает бесперебойно осуществлять вот эту связь и находиться в непосредственном контакте, онлайн-общения на удаленной точке, на удаленном доступе. Мне кажется, это вот такое, наша очень такая ближайшая перспектива, и мы действительно очень скоро этот формат сможем достаточно часто использовать. А скажите, калі ласка, яшчэ ці цікавіліся, можа, вы, як крытык, як музыказнаўца, наколькі ёсць інтарэс да беларускай музыкі, не кажу пра біяграфіі, так менавіта да музыкі нашых айчынных кампазітараў у Еўропе? Я вот прямо как бы живой свидетель хочу сказать, что очень живой интерес. Причем интерес разносторонний, интерес как к конкретным произведениям или спектаклям современным или историческим, так и к тем историческим событиям и фактам, которые, опять-таки, формировали какой-то контекст. Потому что для Европы, вот если в широком смысле брать Европу, конечно, мы терра инкогнита, абсолютная. И в языковом отношении они совершенно не знают ни наших музыкантов, композиторов. То есть это история закрытая в силу разных причин. И в том числе языковая причина одна из первых. Вот когда мы им открываем эти
границы, они, конечно, с удивлением обнаруживают, что, оказывается, есть какие-то точки соприкосновения. Ну, гэта больш, напэўна, тычыцца музыкі 20-го стагоддзя. Да. Найперш чаму? Таму што сучасныя кампазітары, якія маюць доступ для распаўсюджвання сваіх твораў праз сетку інтэрнэт, то тут, напэўна, няма ніякіх перашкод і няма вось тых межаў, якія могуць перашкодзіць так сапраўды распаўсюдзіць эту музыку. І зноў жа, калі ўзгадваць гістарычныя працэсы, калі Беларусь уваходзіла ў склад Вялікага княства Літоўскага, і калі мы былі часткай сапраўды вот той Еўропы, якая абменьвалася музыкантамі, і тыя прозвішчы, якія ў нас на слыху, той жа Манюшка ў прыватнасці, гэта тыя кампазітары, якіх добра ведаюць у Еўропе. І чый год, дарэчы, святкавалі напярэдадні Станіслав Манюшка, я маю на ўвазе так яго прозвішча зараз у 19-м годзе па ўсёй Еўропе, між іншым. Так што, ну... И даже вокзал в Варшаве, если я не ошибаюсь, сейчас носит... Так, чыгуначны вокзал, да, так, носит это имя. Конечно, мы понимаем, что мы всегда были в Европе, и, в общем-то, сегодня вновь наша задача, чтобы эта Европа от нас не отдалилась, и чтобы мы, ну, и нашими изданиями, и возможностью, техническими возможностями сегодня могли популяризовать нашу музыку разных десятилетий. Яшчэ будзе мяне пытанне, паколькі мы закранули такую тэму, як даступнасць і музыкі, і пэўных тэкстаў у глобальнай сетцы інтэрнэт. Як вы, як прафесійны чалавек, які займаецца вывучэннем, даследаваннем музыкі, як крытык, скажыце, калі ласка, як вы ставіцеся да таго, што зараз даступнасць слова праз інтэрнэт сцірае вось гэтыя межы паміж прафесійнай крытыкай і крытыкай аматараў? Калі кожны можа выказаць сваю думку, мне спадабалася, мне не спадабалася, і гэта таксама будзе ўплываць потым на наведвальнасць у глядзельнай зале таго ж Вялікага тэатра Беларусі. Вось як, ці тут трэба знаходзіць зноў жа нейкія масткі паразумення паміж, скажам так, прафесіяналамі і вось гэтымі не спецыялістамі, але тымі, хто можа таксама выказаць сваю думку. Ці тут трэба таксама вот неяк адгароджвацца, хаця не, 21 стагоддзя гэта ніякіх рамак не павінна быць. Смотреть так. на вещи, да, вось як вы ставіцеся да таго, што кожны можа выказаць сваю думку, спадабалася, не спадабалася нават на такім узроўні? Ну, вы знаете, я сама как читатель всегда, безусловно, с интересом знакомлюсь с теми материалами, которые вдруг успеваешь еще схватить, потому что сегодня, опять-таки, при том обилии материала, очень много высказываний выпадает по разным причинам. Но вместе с тем, мне с любопытством доводится, да, видеть эти реакции живые, быстрые, профессиональные, любительские и так далее, очень резкие, иногда не соблюдающие даже какие-то этические нормы. В этом процессе для себя ты выстраиваешь некий фильтр, да, потому что читатель, прежде всего, он должен быть тем пропускающим фильтр. Сегодня невозможно создать этот общий фильтр, который будет не допускать эти критические взгляды любителей и так далее. Они, к сожалению, сегодня повсеместно распространяются. Но только сам читатель может для себя определить, вот, например, мнение этого критика или этого профессионала и мнение вот такого любителя, аматора, который высказался в силу разных причин. Мы даже иногда не знаем эти причины. Адказнасць на тых, хто потым перачытвае гэтыя каментарыі. Так, да, гэта галоўная думка такая, што проста не ўжывайце, не верьте вось тым словам часам, якія прапісаны, думайце самастойна. Да, я для себя делаю именно такой вывод. Для меня персоналия человека, который именно пишет, она определяющая. Я прежде смотрю на имя того, кто создает этот отзыв, а затем уже свою собственную реакцию на этот отзыв. Но я согласна с тем, что меня иногда убеждают эти доводы, и я иногда их читаю до того, как пойти, так случается, да, до того, как пойти на спектакль, и очень часто уже имею как бы это мнение этого критика, да, и оно влияет. Честно, влияет. Добра, што ж, на жаль, часам мы абмежаваны і вымушаны развітацца. Дзякуй вялікі вам, Наталья, за шчырую размову, за цікавую размову. Я нагадаю, што ў нас у студыі была музыказнаўца, загадча кафедры гісторыі беларускай музыкі і музычнай беларусістыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства, член правлення Беларускага саюза кампазітараў, крытык Наталья Ганул. Я вам очень признательна за эту беседу, Владимир. Я очень надеюсь, что она
будет Не продолжаться. апошняе. Не апошняе. Дзякуй вялікі, і вот тут мы паставім шмат кроп'я, каб яшчэ раз сустрэцца ў межах нашых дыялогаў пра культуру і не толькі. За пультам гукарэжысёра была Наталья Кузнецова, ля мікрафону Владзімір Трапянок. Дзякуй усім за ўвагу і да сустрэчы.